О ауле Эбен написано немало. Из поколения в поколение передаются легенды и предания, слагаются стихи и поэмы, раскрываются имперские архивы, где долгие годы хранили следы преступления завоевателей. Предание, записанное профессором Ибрагимом Дахкильговым, гласит, что князь Эги, далекий предок обанхойцев, пришел в горную Ингушетию с востока и здесь поселился среди галгаевцев. Выросшие его сыновья поселились в селах Кякале, Эгикал, Хамхи, Таргим. Они здесь построили башни и закрепились на этой земле. А Эги со своим младшим сыном Эбен спустился вниз по ущелью Ассы. Долго он скитался в поисках места для жилья. Наконец, отец с сыном поселились в том месте, где сейчас стоит село Болта. Первыми, кто поселился в этом месте, были они. Здесь умер и похоронен Эги. Но здесь не было покоя. На стадо Эбен нападали шайки разбойников. И тогда он переселился туда, где стоит сейчас аул Эбен. У Эбена было 3 сыновей, и когда они подросли, построили башни. Историю возникновения аула Эбен записал известный этнограф Чах Ахриев в своей работе «Ингуши». Предки обанхоевцев, пишет он, вышли из Болты и поселились на берегу реки Арамхи и основали аул Эбен. Аул этот был взят врагами и разорен дотла. Только один мальчик остался в живых. Да и тот был брошен с высоты берега, но не погиб, хотя и получил 9 ран. Он был живуч как кошка, и поэтому его назвали Кошкой. Ингушский народ веками вел борьбу за свою независимость и свободу. Не раз ингушские села уничтожались дотла. Завоеватели совершали карательные походы вглубь гор Ингушетии, оставляя после себя пепел и руины. Эта же участь постигла и Эбен. О упорном сопротивлении обанхоевцев и уничтожении аула генералом Абхазовым рассказывает в своем донесении военному министру Чернышову наместник Кавказа Паскевич. Артиллерия, подвезенная на весьма близкое расстояние, не смогла сбить верха башни. Пехота не могла сжечь онной. И поэтому князь Абхазов решился сделать мину и взорвать на воздух башню эту с его дерзкими защитниками. Подкоп был заложен ночью под руководством офицеров генерального штаба, бывших при отряде, и окончен к утру. Башня с окрестными саклями слетела на воздух и погребла под развалинами отчаянных защитников. А главный из них, Мургуст, взрывом был выброшен из башни и, к удивлению, найден живым под грудой камней. Ученый-языковед профессор Дашлако Мальсагов посвятил аулу Эбена и обанхойцам поэму «Поток Арамхи». Князь к Тамаде Мургусту, к славному горному ауле, вестника посылает. «Слушай, Мургуст старейший, милостив белый царь, ты покорись бездумно, стань под его десницу, будешь ты самым первым среди царских рабов». Старый в горах известный, славный Мургуст ответил: «Скормленный в небе сокол не продает свободу, царским рабом не станет. Битву джигитов храбрых, бой за свободу нашу в песнях потомки прославят». Молодец, мостагы лабы, пентелегаш молодец, мостагы кара. Делха вагилавадок, дикама мелхаравадок. Бисагади мое эва эржава, бисадарзе хашмала тела шилавадок. Махера майравадок, духава куравадок. Махера майравадок.
Отличительная черта войнахов – стойкость при любых невзгодах, твердость духа. Ингушу нельзя при любых условиях показать слабость. Показаться на людях без головного убора, пояса или с расстегнутым воротником считалось недопустимым. Про такого говорили «издеваться». О твердости духа рассказывает и следующая легенда. Ибн Идеве Ханс. Халхы Балхар Естебялчнах Бахнах Арабиали Пригай Ахуш Ханап. Сардут Шандвахар, Мештет Колсум Боли Колсум Ахваспеш Ханап. Öste Pira Baj Bachnach Bolchan da barriere in wat Jan Hatwino. Jan so mas wie leja Aqua Hau da wenn bald wird zu ihre Schwama Ach. Es geht Ach wurde der barriere Halas Quatsevich kommt die ha kommt wat bitte du hoch Barzach. Ach so sozial sos. Es geht Ach Цвахкаш нах ладухаш сар яача йитиях шиви халтац хайте чавалац хануда тагма цахаян чхол вахсовян сабирдиох самхич фудера такис ханваста шузла хажачи нахадбека атхажчи ачувалван улышхану комтват бя кок иги асвайта латис дахану бир хадяка юх хадякаш داشين حمصوص أي مشارير ويا حمتي خا إقبال. دا بشار دواز دمان ملات سمعش وينيا وامل دين سق فيخال داتسخيت. فنا خندلي دهل وات شال خل قودخش الخل تبي برمان دولار دوتش دز باكش ناشت خمتي آخر. Ибн пуст сегодня. Обанхой разошлись, разъехались по белу свету. Но где бы они ни были, последний приют находится здесь. Здесь они становятся частью своей родины, своей земли. Galas lahtat ag. Bir agaç dilat. Ag hatarke. Ag ha ag. Bir agaç ilat. Binçir ahızır senne. Ag galas lahtat. Mastaq çugoveç xanı. Qabi behta lahtab ibni tom. Bir agaç dilxat. İbni yahqıç xanı. Ag ıxdaxat. Galat ırqir senne. Хиу алихат ага. Ага чвалав кянк. Исыт чоявала. Исна хасадалж вола. Циск. А чо лапа терета. Ясы ибни. Мчап обан хой.